Сейчас очень важно эти грани все тоже еще посильнее закруглить, пройтись шкуркой для мягкости резьбы и потом отобразить, самое главное, зрачок. Резных дел мастер. На создание этой работы Петру Носикову понадобилось 3 дня. Работа за станком, вытачивание необходимых деталей, подготовка дерева. Уже почти 30 лет он занимается этим ремеслом. Оно не то, что перспективно, оно всегда актуально. Почему? Потому что резьба по дереву, она испокон веков всегда являлась частью культуры любого народа, в том числе и войнавской. Свой творческий путь Петр начал в Чечено-Ингушетии в детской художественной школе. Дальше уже было профессиональное образование. В Чечню, признается мастер, приезжает как домой. На этот раз цель его приезда состоит в том, чтобы дать мастер-класс людям с ограниченными возможностями. Кстати, практически все собравшиеся здесь тоже работают с деревом. Наша цель – показать наглядным образом, каким способом, каким методом изготавливается изделие из дерева. Ну и самая главная духовная цель в том, чтобы поддержать руки творческих людей, чтобы такие люди, которые сегодня здесь присутствуют в инвалидных колясках, чтобы они не опускали свои руки, могли дальше развивать свое творчество, стремиться к этому. И только таким способом человек в жизни может добиться каких-то результатов. Посмотрев работы Петра, я увидел, что у него очень идеально получается тонировать свои изделия. Еще у нас есть мастера, они инвалиды у нас, они на колясках. Они занимаются каллиграфией арабской. И потом мы вместе вот так собрались и попросили Петра, чтобы он нам показал это вживую. Очень важным аспектом в такой тонкой работе считается тонировка. При покраске работ Петр старается использовать цвета, максимально приближенные к цвету дерева. Используя спиртовую морилку, я вам покажу, как делаются плавные переходы. Основываясь на богатейших традициях, резьба по дереву в нашей стране приобретает себе новых почитателей и становится необычайно популярным видом художественного творчества.